Шум строительной техники не умолкает. Чтобы сдать это лечебно-профилактическое учреждение в срок, рабочие трудятся с раннего утра и до позднего вечера. Психоневрологический дом-интернат будет рассчитан на 100 человек. В диспансере будет оказываться специализированная психиатрическая и психотерапевтическая помощь. Начало строительства у нас октябрь, 25 число 2018 года. В данный момент идут кладочные работы 3-го этажа. Сейчас начинаем облицовочные работы кирпичом. Начата электрика, начата канализация, отопление. В настоящее время в регионе имеется 2 медучреждения подобного типа – психоневрологический дом-интернат и детский дом-интернат. Условия их содержания далеки от современных стандартов здравоохранения. Этот же объект будет состоять из 2 корпусов – поликлиники и стационара. В данный момент мы находимся на 2-м этаже стационара. Здесь у нас будут находиться комнаты по 2 человека, по 4 человека. С левой стороны у нас здесь столовая, там находится у нас лифт, с той стороны сейчас покажем. Находится здесь в каждой комнате ванная, душевая кабина, туалеты. С левой стороны у нас находятся вспомогательные помещения для персонала и душевые и ванные комнаты. Электрики, трактористы, каменщики, более 60 человек трудятся на рабочих участках для создания больным комфортных условий. Иса Багаев занимается кладкой 30 лет. За это время он успел поработать на многих стройобъектах. Сюда перешел в прошлом году. Первый этаж а второй этаж это самая незащищенная категория граждан, поэтому для них здесь пытаются создать особые условия. Здесь у нас поликлиника и стационар. Это пищеблок. Здесь у нас беседки находятся, вы видите, тротуары, дороги. Поликлиника у нас 2-этажная, стационар 3-этажный. Также здесь присутствуют подвалы. Жилые подвалы. В подвалах будут находиться кабинеты, такие кабинеты, как рентген, светолечение, электрошокотерапия. Завершить строительство медицинского учреждения планируют уже в конце этого года. Тамара Хашагульгова, Тамерлан Нужахов, Новости 24.